Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня посмотрим такую тему, а вернее попробуем прочитать мысли вашего любимого человека. Заодно и посмотрим, что у него на сердце и что у него в душе. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя и на него. Назовите ваше имя, его имя и задайте свой вопрос. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, ваш любимый человек. Прочитаем его мысли, посмотрим, что на сердце и что в душе. Так, гордая птица. Прям очень гордая птица. Знаете, у этого человека гордость прям как порог какой-то идет. Вот уж извините. Но вот сразу это и видно. Из-за своей какой-то гордости, из-за своих каких-то, не знаю, убеждений, что ли. Человек очень много в жизни натерпелся. И если не поменять свое отношение, не поумерит эту свою гордыню, еще натерпится. Вот. Это я вижу, сразу вам говорю. Так, девочки, давайте по порядку. Что у него в мыслях? Мысли хаотичные, мыслей очень много. Тут все, и работа, и какие-то продвижения, и какой-то бизнес, рост, друзья, и тут же вы, и какие-то, вот знаете, безумные мечты о каком-то будущем, да, где он там и богатый, и счастливый, и деньги лопатой гребет. Ну, вот как-то так. Каша, просто каша. Либо сейчас он немножечко выпил, да, и у него вот как его понесло, либо он по жизни такой, понимаете? Вот тут вопрос. Я ничего не хочу сказать плохого. Я вижу, что человек талантливый, я вижу, что человек способный, да, но вот какие-то у него есть, ну, какая-то спесь, что ли, то ли какая-то гордость, что вот не пристало мне, да, либо это там, ну, не по моему рангу, не по моему статусу. Он очень много в жизни потерял по причине того, что не смог там, знаете, как говорят, ну, голову преклонить, да, где-то, может быть, попросить, либо что-то свое забрать, да, вот какой-то он у вас немножечко в этом плане, ну, такой, хочется сказать, недотёп, но нет, это неправильное слово. У кого-то, да, может быть, такое и есть, а у кого-то прям, ну, слишком высокого мнения о себе, да, либо человек слишком... Вот знаете, есть такие люди, они прямые, они вот живут по каким-то своим правилам, по каким-то своим устоям, по какому-то своему шаблону, да. И вот они думают, что я все делаю правильно, я все делаю честно, открыто, прямо. Значит, и другие люди должны меня за это уважать, ценить и, ну, как бы не препятствовать, да. А жизнь, она немножко другая. И особенно жизнь там бизнесменов, да, либо людей, которые... ну, где-то входят, да, там, в состав управления, да, там, топ-менеджеры, либо руководители, да, там же в основном не оценивают ваше мастерство в плане работы, да, а оценивают ваше мастерство в плане вашего языка, да, насколько вы умеете им пользоваться, да, насколько вы освоили эту технику. Как говорится, не полижешь, не пойдешь. Вот. И когда он с этим сталкивается, его это очень сильно больно ранит, понимаете? А вам он может доверять. Вот вы в его глазах такая же, как и он. Мало того, он даже вас еще тут, смотрите, как блестками закидал, да? То есть вы такая для него даже как учитель больше идете. Но не все от вас он готов принимать, потому что вот эти его
розовые очки не позволяют ему видеть реалий. А когда он их видит, ему проще закрыть глаза и убежать, чем ну, хотя бы да, досмотреть до конца и вынести урок из той ситуации, которая с ним случилась. Мужчина явно битый, причем не раз. Вот именно судьбой битый, людьми битый за то, что вот он где-то не умеет быть более каким-то то ли лояльным, то ли гибким. Да? То есть он прямой, такой, как, знаете, стальной прутик, да? Но в то же время даже стальному прутику угрожает ржавчина. Да? Ну, а таких ржавых людей я у него тоже в окружении вижу. Но он их почему-то считает хорошими, добрыми, там, друзьями, братанами, там, не знаю, у кого как отыграется. Доверяет и общается не с теми, с кем надо. Здесь единственный светлый человек во всей этой каше – это вы. Вы. Потому что вы искренне к нему относитесь. Тут и про чувства я говорю, и про желание помочь, и про желание, чтобы он действительно реализовал себя. Потому что вы видите, что он достойный человек. Он вам за это благодарен. Но те методы, либо те слова, которые вы ему даете, они ему не подходят. То есть они идут вразрез с его какими-то устоями и правилами. Поэтому, девочки, здесь... Вы должны знать, что он вас ценит, любит, уважает, бережет. К вам, ну не то чтобы прислушивается, он вас слышит, да, но считает, что вы, ой, ну как бы это правильно сказать, да, что вы, ну, может быть, не совсем там оцениваете ситуацию, либо вы под другим углом смотрите, что ваши там советы, они там, хороши, может быть, там, для учебника, но не для жизни. То есть, понимаете, какой-то такой момент. Поэтому здесь нужно искать либо другой путь к этому человеку, чтобы достучаться, либо ну, взять его, я не знаю, там, под свое крылышко и всю жизнь его хранить, беречь, ну, как-то так, да, как какую-то драгоценность. Ну, непростой он, конечно. Смотрите, тут я вижу два его пути по жизни. Один путь, он, ну, вот набьет себе определенное количество шишек, да, и поумнеет, да, причем так конкретно поумнеет. Конечно, не вся дурь уйдет, которая есть сейчас, но тем не менее от львиной доли избавится. То есть человек вот прогрессивный станет. А другая часть его жизни, ну, он так и будет по жизни болтаться, ничем конкретным там не отличиться, либо там, если будут у него какие-то взлеты, но также у него сразу же будут падения. Вот это я вижу. То есть здесь, если сильная женщина возьмет, скажем так, не то чтобы даже опеку над ним, а скорее покровительство, да, либо но будет терпеть его, да, пока он эти все шишки не пройдет, то, в принципе, у него и неплохо все сложится. А если он, ну, сам себе будет предоставлен, да, либо будет жить по своему уму, то тут как бы ничего хорошего нет. Кстати, я бы вам этого мужчину советовала еще и проверить на наличие кармических каких-то задолженностей, да, каких-то тяжелых карм и на наличие, может быть, каких-то в прошлом, да, приворотов либо сглазов. Не сейчас, это может быть застаревшее. Просто здесь, ну, как-то, знаете, я не могу сказать, что прям четко что-то вышло. Бывает, тут песок прям четко показывает. А у вас как-то, знаете, мутненько тут все происходит. То ли мужчина в каком-то, я уже говорила, да, видоизмененном сознании, то ли здесь такое уже что-то застаревшее идет. Но это не с вас, это с него идет, именно с него. Так, ну давайте посмотрим, что на сердце, что на душе. На сердце. Ну, на сердце болька. Болька, честно вам говорю, за то, как к нему относятся люди, за то, сколько он уже пережил, натерпелся, за то, что не принят, за то, что не понимают, за то, что как-то не признают. Вот это боль его, самая большая боль. Да, конечно же, есть и счастье, есть вы. Он очень гордится тем, что вы в его жизни есть, что обратили на него внимание, что между вами там чувства есть. Да? Кто-то, может, на мужа смотрит, кто-то, может, смотрит на просто возлюбленного. Он безумно рад, счастлив, небо благодарит за это, вас благодарит за это. То есть здесь проблем нет. То есть даже я так скажу, если бы не было вас, неизвестно вообще, что бы было с этим человеком именно сейчас, в этот самый момент. На душе, ну, душа светлая у него, очень много планов, очень много каких-то... Знаете, вот смотришь на его душу, хочется сказать блаженный, в хорошем смысле этого слова. То есть у человека
хороший порыв, хорошие мысли на будущее, чтобы не было, знаете, как не было войны, чтобы был мир во всем мире, чтобы там никто никогда не голодал, чтобы там никто никого не обижал. Почему-то тут даже вот, я не знаю, можно такое говорить на Ютубе, но он против однополых связей, вот так я вам скажу. И он прям мечтает, чтобы все люди были здоровы, да, и ни у кого не было таких желаний и потребностей. Вот как-то так может еще быть. Но я же говорю, блаженный человек. Он очень добрый. Вот его суть – это собачка. Видите, какая собачка, причем стоит на задних лапках. Прекрасный друг, ответственный, порядочный, добрый, жертвенный человек. Но вот реализация вот не дается ему, и все, хоть ты тресни. Он из-за этого страдает. Кстати, у кого-то может отыграться, что человек выпивает, либо чем-то компенсирует эти все неудачи. Ну, тут судить, понимаете, девочки, ну, каждый сам пытается выбраться из своего внутреннего кризиса, да, из своего вот этого болевого состояния. Поэтому судить, лечить, там, таскать, обвинять, ну, я лично вот считаю, что я не имею никакого права. Если вы с ним живете, намучались, да, из-за этих его пристрастий, то это как вам решать, да, как к этому относиться. Я вижу то, что вижу на песке. Человек мне нравится, потому что вот добрый, хороший, преданный. Это, знаете, такая собака, которая не гавкает и не кусает. Не обижайтесь, если вдруг там на слово собака, ну, я вот просто говорю про рисунок, да. Вот, что еще хочу сказать. Здесь какое-то дурачество еще есть, да, как скоморошество, что ли, да, либо он хотел бы признания, он хотел бы быть хорошим для всех, но он, знаете, почему это делает? Он ищет, возможно, какой-то любви или одобрения со стороны социума. Хотя бы так, да, хотя бы так меня должны полюбить, либо меня должны принимать. Ну, с этим ничего не поделаешь, потому что тут какой-то вот неправильный взгляд. Может быть, родители как-то недолюбили, либо он, может быть, не испытал, да, той любви и ласки, которые мальчики, да, получают от своей мамы. Разные могут быть причины. Может быть, ну, мама такая сама по себе была сдержанная, а может быть, она очень много работала, да, и его там вообще кто-то другой воспитывал. То есть тут темная история, и она уже прошлых дней. Вот ему очень важно, чтобы его любили и уважали. И вот он вот этими всеми своими широкими, скажем так, поступками, либо какими-то вот комичными поступками он пытается получить любовь ну, людей, да, к себе. Человек неплохой, но, честно, человек нуждается в помощи, в защите, в помощи и в терпении, девочки. Если вы своего мужчину узнали, ну, честно, непростая ситуация. Непростая, но не безвыходная. Здесь решение есть, выход есть. И вы будете уже дальше для себя решать. Готовы вы брать на себя ответственность? Пожалуйста. Вам только плюс в карму пойдет. Не готовы? Ну, несколько раз подумайте. Потому что этот человек, он сегодня, видите, как хороший, веселый, а завтра он там в плохом настроении уже себя как-то по-другому ведет. Здесь нужно конкретную силу применять, да, к тому, чтобы этого человека спасать, вырывать из той ситуации, из того окружения, где он находится. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.